Снаружи неприметное здание, а что внутри, гурманы Москвы знают не понаслышке. Маленькая частичка Кыргызстана, аутентичная атмосфера, особый колорит. Культуру нашего Кыргызстана, нашего котельнического народа в первую очередь несут наши кувшины, жестяные кувшины. Здесь есть кувшины и для сыпучих, и для молока, и для хымыза, да. И насколько видно, они создают эффект старинных кувшинов, да, они очень красивые. И первое, что заходит и видят наши гости, это наши кувшины. Также у нас есть такие панно. Она настолько выдержана, настолько символизирует наши узоры, наши цвета, да, и даже к нам заходят люди культуры, люди творчества, и мы постоянно видим, что они приходят, изучают наши панно и трогают, щупают, и они всегда в восторге, говорят, насколько у вас красивый интерьер здесь. Заметьте, пожалуйста, у нас на потолке повешены юрты, они, кстати, тюндук, да, тюндук-юрты, они привезены из Кыргызстана, у этих тюндуков тоже есть своя история. Да, выслали из Кыргызстана, а тут таможня России не пропускала, и, в общем, наши ребята приложили очень много усилий, и сейчас они у нас красуются на наших потолках. Здесь каждый элемент декора и интерьера несет информацию о Кыргызстане, культуре кочевников. Насколько тонкая работа, этим панно много лет, минимум 6 лет, но они выглядят как будто в этом году повешенные. В малом зале мы заметили витрину, в которой выставлена вся палитра отечественной продукции. А на полках у входа можно увидеть, потрогать, почитать наследие кыргызских писателей во главе с Айтматовым. Посетители здесь знакомят не только с национальной кухней, но и искусством, культурой и обычаями кыргызского народа. Москвичи, гости столицы, а это потенциальные туристы, увидев все это, попробовав кыргызскую еду, загораются желанием поехать в страну небесных гор. Можно неделями обходить Москву, чтобы попробовать различные виды пельменей, начиная с сибирских и заканчивая грузинскими хинкали. Но самые вкусные из этого рода блюд – манты, которые подают в кафе в киргизском посольстве. Здравствуйте, здравствуйте. Нас пустили святые из святых на кухню. Как говорится, кухня – это оркестр, а шеф-повар в нем как дирижер. Мы сейчас подходим к столу, где шеф-повар Арген делает те самые манты, о которых московские шеф-повара так тепло отзывались и давали такую высокую оценку. Особого-то рецепта и нету. Особые рецепты – это наше мясо, которое мы привозим из нашей родины, Кыргызстана. И немного частички души своего, каждого повара. И немного желания готовить. И и все. И манты у нас получаются вкусные. Выпускник 18-го лицея, шеф-повар Арген в своей неполные 19, полон идей и планов. Мечтает открыть свой ресторан национальной кухни в России. А как заработает капитал, вкладывать в туристическую индустрию Кыргызстана. Для меня еда – это целая наука, целая культура, которую нужно развивать нам. Восторженные оценки кыргызскому гостеприимству дали посетители, среди которых оказались наши бывшие коллеги из Кыргызстана. Я здесь частенько бываю. Мы с друзьями встречаемся, потому что мы все из Кыргызстана, и когда начинается приступ ностальгии, мы приходим его здесь лечить. Да. Здесь диаспора часто проводит мероприятия. Это заведение напоминает трудовым мигрантам о Кыргызстане. Только вдали от родины начинаешь ценить все то, что до этого тебе казалось привычным, обыденным. Ребек Молдокунов, Эльдиар Асамбаев, Алату 24, город Москва.